В эфире современный разговор с политическим аналитиком, руководителем Центра политических исследований «Атлас» Эльханом Шайноглу. Эльхан Bey, her vaxtınız xeyir. Sizi salamlayıram. Axşam xeyir. Yeni münasibətlə sizi təbrik edirəm. Seninle birlikte. Эльхан Bey, короткий вопрос. То, что произошло в Венесуэле, и как это будет отражаться на дальнейшей перетурбации миропорядка, и в том числе, кого ожидает участь Мадуро, какие страны, каких лидеров, с учетом того, что вот вчера озвучил Трамп, он говорил о Кубе, о Мексике, о Гренландии, об Иране и других государствах. Но все было ожидаемо, потому что каждый день ситуация вокруг Венесуэлы ухудшалась. Морские корабли, там налеты какие-то на корабли, которые якобы перевозили наркотические вещества. Но в новейшей истории Соединенных Штатов это не впервые. Надо вспомнить, что в 1973 году, когда в Чили президентом был Сальвадор Альенде, то, как его убрали, тоже в этом участвовал разведслужбы Соединенных Штатов Америки. Потом, 1989 год, в Панаме был генерал Нориега, его тоже американцы убрали, он находился в американской тюрьме. Вот и сейчас все, что случилось в Венесуэле, тоже было ожидаемо. И, как бы правильно отметили, в последнем пресс-конференции президент США, уже уверенный в себе, сказал, что есть еще некоторые страны, с которыми Америка тоже разберется. Назвал Мексику, назвал Колумбию, назвал Кубу. Это Трамп уже осуществляет доктрину Монро. Как всем известно, по этой доктрине то, что касается Северной и Южной Америки, все находится в компетенции Соединенных Штатов. И Европа, и другие страны, в том числе Россия и Китай, не должны вмешиваться в дела Соединенных Штатов. Назвал Колумбию, Кубу, Мексику. Куба в первую очередь, потому что после революции на острове Свободы в 1959 году, когда к власти пришли братья Кастро, тогда еще Америка хотела убрать этот режим, но не получилось. Но потом было соглашение с бывшим Советским Союзом, что Советский Союз уберет свои ядерные ракеты с ядерными боеголовками с острова, а США не будут угрожать режиму Кастро. Но сейчас уже нет Советского Союза и нет Кастро. Поэтому президент Трамп может свободно действовать, потому что и так социальная ситуация в Кубе очень тяжелая. Венесуэла продавала Кубе дешевую нефть. После того, как Трамп и США взяли контроль над Венесуэлой, уже вряд ли Венесуэла будет продавать по низким ценам нефть Кубе. Даже Трамп попытается, чтобы Венесуэла не имела никаких серьезных отношений с Россией, с Ираном, с Китаем, который Китай был основным покупателем венесуэльской нефти. Да, сейчас Трамп оживлен, сейчас у него какие-то могут быть другие цели, часто называют даже Иран до событий Венесуэлы. Он предупредил режим в Иране, что если против демонстрантов откроют огонь, то Америка вмешается в дела Ирана. Это уже не пустые, непростые слова. Это не означает, с одной стороны, что с завтрашнего дня какая-то будет военная операция против иранского режима, но это месседж, и серьезный месседж. Но я думаю, что сейчас вряд ли выгодно тем силам, которые в Иране требуют политических и экономических реформ, им выгодно, чтобы Америка вмешалась. Наоборот, вмешательство Америки укрепит режим муллы, то есть духовного лидера и тех людей, консерваторов, которые в Иране всем руководят. Они объединят опять весь народ против общего врага. Так было в 1979 году, когда случилась революция в Иране. После года революции, когда еще режим был не очень силен, началась война с Ираком. 8 лет продолжалась эта война.
И тогда режим сплотил все народы, живущие в Иране, против общего врага. То есть, если США или Израиль сейчас на данное время атакуют Иран, это будет не в пользу тех сил, которые требуют реформ в Иране, а это будет выгодно именно консервативным силам Ирана. Но то, что касается других стран, но я смотрел, как реагируют на события в Венесуэле два основных противника Америки, Россия и Китай. Ну, Кремль не очень так серьезно отреагировал на ситуацию в Венесуэле и на то, что как был украден президент этой страны, Мадуро. Но более серьезная реакция была со стороны Пекина. То есть Пекин потребовал даже, чтобы вернули Мадуро и его супругу назад в Венесуэлу. Потом, возможно, на этой неделе в ООН будет обсуждена ситуация вокруг Венесуэлы. Это тоже будет предложение со стороны Пекина. Но вряд ли ситуация изменится, потому что если народ Венесуэлы не требует Мадуро назад, если люди не выходят на митинги, требуя своего президента, почему тогда другие страны должны требовать, чтобы Америка вернула Мадуро в страну? Но Китай попытается, чтобы Америка завязла в Венесуэле, как она завязла в операциях в Ираке или в Афганистане. Ну, понятно, что Венесуэла не будет ни Ирак, ни Афганистаном, но Пекин постарается, чтобы по Венесуэле у Америки были очень большие и серьезные проблемы. Есть и другая версия того, что после того, как Америка взяла контроль над Венесуэлой и арестовал президента этой страны, в Пекине могут подумать, что они тоже могут взять под контроль Тайвань, остров. И, если, несмотря на все эти международные законы, не учитывая все эти законы, международные принципы, Америка атакует Венесуэлу, крадет президента этой страны, то почему мы Китаю не взять под контроль свой же остров, когда многие страны признают Тайвань как частью Китая? То есть международные принципы уже не работают. Они давно не работают. Мы, азербайджанцы, это хорошо знаем еще с 90-х годов, когда наши территории были оккупированы. И в ООН были приняты резолюции, что Армения освободила эти территории. Более 30 лет эти резолюции не были выполнены. То есть мы, азербайджанцы, хорошо знаем, что международные принципы, международные законы и так не работают. Но после операции Венесуэлы, после того, как арестовали президента этой страны, уже никто не будет считаться ни международными законами, ни даже с Объединенными Нациями. Вот вы сказали, что Китай может также действовать, как Соединенные Штаты Америки против Венесуэлы в отношении Тайваня. Высказываются экспертные мнения за последние несколько дней, что точно так же может произойти между Россией и Украиной. То есть таким же образом могут как бы похитить и ликвидировать Зеленского. Но если бы Россия могла бы это сделать, она бы давно сделала. Когда началась война, прокремлевские эксперты все время твердили: за 3 дня мы возьмем Киев. Даже они послали туда десант, чтобы убить или арестовать Зеленского. Это был у России план был раньше, чем даже у Америки, когда Америка разрабатывала план против Мадуро. Но у России не получилось. В феврале будет уже конец 4-го года войны, оккупационной войны России против Украины. И таких больших результатов еще нет. За эти 4 года еще Россия не смогла оккупировать весь Донбасс, которого она требует. А Америка за одну ночь взяла под контроль Венесуэлу и арестовала президента этой страны. Если бы у Путина и Кремля получилось бы убить или убрать Зеленского, были, да, такие военные операции были, но не смогли достичь результата, не смогли за 3 дня взять под контроль и оккупировать Киев, не смогли убить Зеленского. Украина сейчас воюет и неплохо воюет, иногда даже контратакует. То есть то, что сделала США, я думаю, не под силу России.
А, кстати, могут ли подобную практику применять другие государства? Но То, если что, международные законы сейчас не работают, и работает допустим, главное, как его, Россия не только вот против Украины, но вот против других государств, бывших союзных республик Советского Союза. ну, скажем, если Кремлю не нравится премьер-министр Армении Пашиняна, его украдут. Но, но да, если Россия захочет убрать Пашиняна, если нет, такое настроение будет в Кремле, они могут что-то сделать против Пашиняна. Но сейчас же они и так поддерживают радикальные силы в Армении, и так поддерживают католикоса Армении. Но у них пока в этом направлении у Кремля тоже ничего не получается. Хотя рейтинг понизился у Пашиняна, но Пашинян твердо стоит еще на своих ногах, ведет борьбу против радикальных сил, против карабахского клана, против католикоса, против тех олигархов, которые поддерживают Кремль. И если никакого такого чрезвычайного происшествия не будет в этом году, вполне вероятно, что Пашинян в июне выиграет даже парламентские выборы. Открыто скажем, мы тоже заинтересованы в этом, что партия Пашиняна выиграла, чтобы он еще оставался во власти и подписал с Азербайджаном мирный договор. Но для этого еще, кроме победы, ему нужно принять новую конституцию. То есть, если Россия захочет убрать какого-то лидера, ну, в Европе у него вряд ли у России что-нибудь получится, потому что, например, если премьер-министр Польши не нравится Путину, но Польша же не только отдельная страна, это член Евросоюза и член НАТО. Так что не так все так просто. Россия и так ведет такую политику, империалистическую политику против соседних стран. Ну, например, возьмем Казахстан. Хотя Казахстан считается как бы союзником России, они вместе в ОДКБ и в Евразийском союзе, но Путин и другие российские чиновники иногда даже присылают месседж Казахстану, что такого государства раньше не было. Как, помним, против Украины то же самое говорили и сейчас говорят. Но недавно вот был месседж президенту Казахстана Токаеву, когда Путин внезапно встретился с Назарбаевым в Москве. Зачем встретиться, что они там говорили. Но это понятно было, тоже месседж Токаеву, что мы можем использовать вот эти силы против вас. Я помню, когда Пашинян арестовал бывшего президента Армении Кочаряна, Путин демонстративно поддерживал Кочаряна тоже. Он, когда был в Ереване, был конференция или какое-то мероприятие Евразийского союза, Путин поехал туда и демонстративно потом в Ереване встретился с супругой Кочаряна. Тогда еще Кочарян был под арестом. То есть Путин и так действует против соседних стран. Но США, Россия, это, конечно, не Америка. Америка всесильное государство. То есть то, что сделал Трамп, я думаю, не под силу Путину. Ильхам Бей, хотелось бы также спросить по поводу того, как вы рассматриваете события, которые происходят в соседнем с нами Ираном, чем это все завершится и как долго вот эти беспорядки будут длиться. Ну, происшествие в Иране тоже можно было прогнозировать. До этих событий еще президент Ирана Месуд Пезешкиан сам открыто сказал, что у Ирана большие проблемы, надо решать, но не в моих силах решать все проблемы. То есть он открыто об этом сказал. И начались вот эти демонстрации, инфляция страшнейшая, доллар падает. Люди хотят решения социальных, экономических проблем, но не решается, потому что правильно это не в силах Масуда Пезешкиана. Всем руководят консервативные силы, которые не хотят ни политических, ни экономических реформ. В их головах только одно – поддерживать режим, давать больше кредитов таким организациям, как Хезболлах, Хамас, их поддерживают, миллиарды долларов идут на укрепление этих сил.
но внутри проблемы не решают. И через каждые 5-7 лет случаются вот такие события. Консервативные силы опять не заинтересованы решать во все эти проблемы. Что сказал потом президент Ирана? Что не надо открывать огонь против демонстрантов. Надо с ним вести диалог. Но мы видим другое. Уже идут стрельба. Сегодня тоже были жертвы. То есть консервативные силы, несмотря на то, что президент призывает их к диалогу с демонстрантами, опять стреляют против демонстрантов, есть жертвы. И все это будет ухудшение ситуации в Иране и дальше. Возможно, что силы исламской революции, там военные силы, военизированные силы, как-то смогут остановить эти демонстрации. Но это не означает, что все на этом остановится. Как я уже сказал, через каждые 3, 5, 7 лет случаются вот все эти события, и идет продолжение демонстрации против консерваторов. Жгут какие-то демонстранты, жгут машины, уже начали сжигать. Плакаты духовного лидера сейчас жгут. То есть идет уже военное противостояние в самом Иране. И я думаю, что ситуация все больше будет ухудшаться. Внешняя политика. Президент хочет менять внешнюю политику Ирана, хочет иметь хорошие добрососедские отношения с соседними странами, в том числе с Азербайджаном. В прошлом году он дважды бывал в Азербайджане. Он хочет иметь самые теплые отношения с Турцией, с Азербайджаном. Хотят ли этого консерваторы? Я не думаю. Вот недавно была встреча советника духовного лидера, бывшего министра иностранных дел Вилаяти с послом Армении в Иране. Опять начал то же самое. Мы против Зангезурского коридора, мы против дороги Трампа. Якобы у них есть такие силы, как они могут якобы предотвратить все эти проекты. Нет, поезд уже ушел. Азербайджан строит дорогу. В будущем году Армения начнет строительство. И в этом заинтересована Азербайджан, Армения, Турция, Европейский Союз, Соединенные Штаты. Иран, находясь в таком плачевном ситуации, еще они говорят, что они могут возразить против этого проекта. То есть, опять же, президент хочет иметь хорошие отношения с соседним государством, а консерваторы и в этом вопросе мешают президенту. И президент, опять же, говорит, что ему не дают нормально работать. А кто не дает, понятно, что он имеет в виду консерваторов. Пока существует такой режим и такая конституция в Иране все время будет происходить вот такие события. Иханбей, последние несколько лет, и вот в том числе в 2025 году, очень повышенное внимание и повышенное освещение было процессов, связанных с пятеркой Центральной Азии, Си-5. Они проводят регулярно, значит, мероприятия в формате 5+1, Центральная Азия плюс Евросоюз, отдельно США, отдельно Япония, Китай, Россия. Азербайджан стал полноправным участником, значит, консультативного совета по Центральной Азии. И в этом плане вот хотелось бы узнать, вот насколько вот вероятны реализуемые в жизнь перспективы, что вот будет тройка Южный Кавказ, с которым точно так же будут не отдельно с Арменией, с Азербайджаном, с Грузией сотрудничать вот эти мировые сильные мира сего, но вот и вот конфедерацию мы не создали. В Центральной Азии тоже нет конфедерации. Вот насколько вероятно, вот, что вот формат такой, как пятерка, будет на Южном Кавказе, и вот насколько вот вы видите возможным проведение мероприятий, какие-то вот организационных союзов и так далее в формате 3+5 Южный Кавказ, Центральная Азия. Спасибо, очень хороший и актуальный вопрос. Да, в прошлом году уже Азербайджан уже подключился
формату 5+1, уже говорят не 5+1, а даже 6+1. Даже я помню, когда президент Америки Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии в Белый дом, чтобы в формате 5+1 встретиться, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Вашингтону, чтобы пригласили на это мероприятие президента Азербайджана тоже. Да, это пока не получилось, но этим Токаев показал, что уже Азербайджан как бы тоже соединен в регион Центральной Азии. Это хорошо, потому что сейчас Азербайджан играет роль посредника в регионе, то есть в экономическом смысле. Если Зангезурск-Карагот начнет работать, и все товары Центральной Азии пойдут по этому маршруту. И так сейчас товары Центральной Азии, азербайджанский маршрут используется по другой дороге. Баку, Кас, идущий через территорию Грузии, товарооборот растет. То есть после подписания мира Армении с Азербайджаном, да, к этому может подключиться весь Южный Кавказ. Но есть вопросы по политике Грузии в последнее время. Раньше Грузия была более близка, чем Азербайджан и Армения, к Европейскому Союзу, к НАТО, к Соединенным Штатам. А сейчас немножко наоборот. Азербайджан и Армения имеют хорошие, теплые отношения с Европой, с НАТО или, скажем, Соединенными Штатами Америки, чем Грузия. Нынешнее грузинское правительство, хотя она не имеет дипломатических отношений с Россией, но есть попытки, есть политика, которая не очень нравится европейским столицам, Вашингтону. То есть и Грузия тоже должна подключаться к этим процессам. После подписания мира Азербайджана с Арменией и после того, как начнет работать Зангезурский коридор, я думаю, что да, разговор о конфедерации – это сложный разговор, но все же это будет уже единое целое региона. Нет войн, есть стратегические отношения. Азербайджан имеет стратегические партнерства с Грузией. Уже у нас идет товарооборот с Арменией, хотя еще мирный договор еще не заключен. Это тоже плюс. То есть уже мы будем говорить в будущем не 5+1 или 6+1, а будем говорить, как вы правильно отметили, 5+3. Регион будет уже целым. Центральная Азия и Южный Кавказ. Это выгодно всем странам, и Центральной Азии, и странам Южного Кавказа. Это выгодно Европейскому Союзу, это выгодно Турции, это выгодно Соединенным Штатам. Кому это не выгодно? Ну, пока что остается и в России, и в Иране шовинистические силы, которые хотят помешать этим процессам. Но у них ничего не получится, потому что строительство этих проектов идет. В этом году большая вероятность заключения мирного договора. Есть интересы Америки в Центральной Азии, есть в Южном Кавказе. Буквально вчера американская делегация встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они встречались еще нашим министром обороны Закиром Гасановым. То есть Америка уже существует в регионе. Америка имеет уже жизненные интересы в странах Центральной Азии и на Южном Кавказе. И шовинистические круги России и Ирана не смогут этим процессам помешать. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Ильхам Бey, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с политическим аналитиком, руководителем Центра политических исследований «Атлас» Ильханом Шайноглу на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Расим Бабаевым. İlhan Bey, bir de size teşekkürüm bildiririm. До новых встреч. Спасибо вам, спасибо, sağ olun.